Мында болсам, я здесь планирую, понимаешь, для... А анда барсам, я там планирую. Вот так сделаю, вот так сделаю, вот заработаю, здесь вот так сделаю. В тот двор иду, ага, вот здесь так. И вот этим я и живу, понимаешь? Планов очень много. У меня трое. Да, старшая дочь, потом сын и еще младшая есть. Ей сейчас 9 классов она закончила. Вот бірінші курсын bitirdi Ахмеджетте. Давайте. Вы, правда, не спросили, черный, не черный. Енді для вербушилерге уста, ама айып етмесін, как есть, так есть. Я, между прочим, у вас учился, как кофе варить. Ну, вы знаете, я вот у Эдерага я видел ваши работы, есть интересные, где вы портреты писали. Ну, это да, это, это очень ранние работы. Студенческие работы. Но там мастерство уже видно. Потому что, допустим, вот мне как неподготовленному человеку, да, смотреть на условно абстрактную, да, живопись и на, скажем так, идеальный портрет. Вот я думаю, что вот идеальный портрет, вот там, наверное, все мастерство и сконцентрировано. А когда уже начинаешь углубляться вот в это все, да, ты понимаешь, что вот именно это абстрактное и дает тебе то поле мыслей, которое оно должно вызывать картина. Потому что, вот, допустим, я на ваши молодые портреты смотрю, я вижу какую-то динамику, вижу, какие-то решительность, какие-то эмоции, но это как будто бы, знаете, точечно. А здесь как будто бы это какой-то океан, в который ты погружаешься. То есть немножко другой смысл. Ну мы же тоже, мы же растем. В то время было 25-30 лет, а сейчас уже 60. Сейчас, вот я же говорю, я сейчас делаю, у меня вот даже вот на этой работе я сейчас делаю, руки какие-то не такие. Думаю, сделать их естественными, он не подходит. Сделать коряво, тоже что-то, я говорю, я или разучился, что ли, и вот у меня уже, я сам с собой борюсь, понимаешь? Вот. И, в общем, очень странные вещи происходят, конечно, но не знаю. И чем дальше, я же говорю, тем погружаешься уже вот этой, вот как, ну тогда же академическая живопись, да, мы по-другому не умели, да, и не видели, и литературы мало было. Вот, чтобы увидеть. А потом уже в институте учились, какие-то начали появляться там книжки, фотографии через кого-то мы находили. Оказывается, и так можно, и так. А вот я, например, думал, что вот только вот так, вот это самое-самое-самое. Все. Но академическая живопись, она же рождает сон одинаковых художников. Она же не развивает вас как художника? Не развивает? Ну, конечно, развивает. А как без этого? А если вы не пойдете дальше? Дальше не пойдете? Так это уже вот отсюда. Ну, насколько ты можешь этим вот регулировать? Это же отсюда идет. Кто-то не может. Кто-то не может. А у кого-то это, видимо, получается. Вот он взял вот и как-то вот сломал, да, себя, получается. Вот. А кто-то не может сломать. Ну, вы где учились? Ну, я учился в Ташкенте, в художественном училище 4 года. Потом армия была, а потом уже в институте 5 лет. Ну вот вы с однокурсниками общаетесь? Есть у вас связи? Есть, да. Ну вот статистика есть? Сколько человек стало художниками? Ну опять же, вот тут интересно же, да, вот мы же как, вот он умеет рисовать, значит художник. Нет. Вот. Не, в основном так, все же так, вот чуть-чуть рисуют, он художник, я художник, я художник. А вот у меня уже совсем другое отношение к этому. Я уже чувствую так, вот я себя тоже не могу назвать художником, вот, потому что я смотрю на, ну опять же, это мое субъективное, да, мнение, вот как я вижу, вот нравится мне этот художник, или уже известные художники, о которых уже везде все нам известны, да, я смотрю, вот он настоящий, вот он настоящий художник, это образ жизни. Вот. А ну да, вроде бы у тебя больше времени ты уделяешь этому, но все равно там, я же говорю, то косить уехал, то суп сварил, то еще что-то, то огурчик посадил. Ну что это? Подождите, вы думаете, что это мешает творчеству? Я думаю, вы да. Сажаете редиску, да. Но у вас же процесс не останавливается в голове. Ну, процесс не останавливается, все равно здесь же нужно вот как, вот говорят же, вот музыка, да, пианист? Да.
он должен каждый день уделять этому внимание. Минимум 2 часа, а если 6 часов, то вообще шикарно. У вас так же? Нет, конечно, поэтому я и не могу себя считать. Я же говорю, вот я уже несколько месяцев, я в принципе толком не работаю. Хотя, да, мысли есть, работы есть. Я же говорю, мне хочется сейчас еще увеличить размер. У нас же как? Отправил картину, да, с группы этих, собрали, отправили там, допустим, в Германию, сделали. Вот, мне Германия, да, выставка яптом. Или еще куда-то ты съездил, приехал, и его... А в народе же как? О, бу, Германия, да, япхан, блюмеман, да, япхан. Но это абсолютно ноль, в принципе. Вот мен да, Америкаға 2 кере барып келдім. Ну и что? Как это что? Абсолютно ничего для Я же не ездил с картиной. Ну и что? Ну как это что? У вас нечего было показать и продать. Вот. А у нас нет, но это же не говорит о чем-то там, что ты такой достойный художник. Но почему это Просто не говорит? не знаю, но это мое Ну, субъективное я понимаю, мнение. но я же хочу с вами поговорить. Да. Вот смотрите, допустим, вот в Америке люди там тоже непростые, Да, правильно? Да. Они вас хотят там увидеть. Они же делают инициативу. Инициатор кто выступает? Та сторона? Мои друзья, Ну, которые условно переехали. да, условно Да. говоря, есть люди, Да. которые выступают инициаторами. Да. Вы везете свои работы, и там работы ваши покупают. Что самое интересное? И вы, получаете, замыкаете этот круг. Потому что, вот, допустим, я учился на экономиста, да, и у нас было такое правило. Произвел 50%, реализовал 50%. То есть то, что вы написали картину, это еще ничего не значит. Абсолютно. Если ее купили, Да. вы закрыли круг. Да. Все. Вы поехали в Америку, продали картину, приехали с деньгами. Это же не стыдно, с деньгами приехали. И считаете, что это ничего страшного, ничего не меняет. Нет, у меня меняется. Я имею в виду в глобальном отношении. Bizim вот халқın içinde, millet içinde ne teler, да көтерелер. О, бұл ресам известный и в Америке был, білмем анда, и в Эмиратах был, и где только не был, да? Но в принципе нас никто нигде не знает. Это да. Вот 2007 и 2009 год я был там. Они даже толком не знали, где Украина находится. Это да. Они на меня смотрели и говорили, какие русские, оказывается, разные бывают. А Алла им говорит, а он вообще и не русский, он с Украины. И еще есть там Крым. Он крымский татарин, у них все, у них крыша закрыта. Шарики за шарики. Индеец Знаете? нужно было Да. сказать. И всё. Сейчас, да, сейчас Украину знают, слышат, да? Уже А знаю. Безлер Йохмус, как художники, мы вообще нигде нет. Мало что там, я там что-то выставил. Это частные галереи или еще что. Понимаешь, больше ничего. Я понимаю, даже вот в Киеве, да, сделать, допустим, в Арсенале персональную выставку, да, это уже что-то будет значить. Это уже будет значить. Но если в Киеве в каких-то там галереях сделать, это нет, это вот маленькое значение. Но опять же, это мое субъективное мнение. Для кого-то, может быть, это вау. Вот. Для вас что важнее, признание в своей среде или в чужой среде? Не, ну в первую очередь для меня, конечно, в своей. Но опять же, признание, оно же как? Да, сен где-то радиода белким айттылар, телевизорде бір-екі кере айттылар. Вот. И, ну, назай айтайын, белким бір бин дане инсан көргендір он, да, вот кто-то увидел, услышал, вот, да, тебя знают. Но я считаю, известность не в том плане больше известность. Известность, когда у тебя приобретается работа. Для художника это важно. Если ты известный, и, извините меня, у тебя... Это что это такое? Ну, это же как бы и неправильно, да? Кажется, вот с моей стороны, со стороны вот тот, кто делает это. Вот. Хотелось бы лучше, чтобы... Вот тогда, да, тогда это... Известность, это уже да. А потом у нас же как? Мы... Чохсавахат, вот, при жизни же мало время уделяется. То есть... Твое поколение, оно мало уделяет время, да, а уже когда тебя уже нету, и вот потом начинает он, вот, чуть ли не был такой гениальный. А что вы тогда делали? Я тоже всегда против этого. Я посмертную любовь я всегда презирал, потому что какой смысл от этого уже, когда человека нету, ну, условно говоря. Ну да. Ну вот
Вот Мне кажется, вот парадокс с неопределенный. Нетовкиным так и получилось, мне кажется. Когда он был живой, как-то... А сейчас, если есть работа Нетовкина, это считается очень круто и престижно. Мне кажется, вот здесь есть какой-то момент, куда нужно расти еще нам. Вообще изначально все это искусство, да, мы его вот назовем, да, изобразить. Вообще изначально это был заказ церкви, да, так скажем. Ну, где развивалось всё. Вот Да, и да, все. да. А потом это только было для состоятельных и богатых людей. Только для них предназначалось. Все. Конечно. У И бедного поэтому, человека даже стекол нету поставить. Вот, и поэтому, если в доме... Нет, я с этой фразой не согласен. Но культурный объект, он же может быть и каким-то простеньким, маленьким. Маленькая живопись, маленькая графика, не обязательно картина 6 на 6. Ну, может быть. А как-то... Ну, я про великих беру, правда. Он в кафе сидел, там что-то вот такой набросок сделал, подарил. Я сказал, ну, это вам Да, подарок такой, оно, извините меня, да, это не 1 рубль был стоить. да. Вот так вот. Поэтому он вот такой или вот такой, То есть живопись не для всех. ну, смотря какая. Ну, вообще. Вы знаете, вот я когда смотрел на... Сейчас-то ее очень много. Сейчас, я же говорю, сейчас даже, наверное, и учиться не надо. По интернету можно научиться. И все. Возьмем изначально вот вашу мотивацию, да, вот есть холст, есть мысль и желание эту мысль отобразить. Вы хотите быть понятым или реализованным? Что для вас важнее? Я даже не думал об этом. Ну, какая вот первая мотивация изначальная? Вот есть идея, блин, вот она для меня классная, вот интересно, надо попробовать ее. И я ее делаю, и все. А об этих вещах я вообще не думаю. Да, уже когда сделал, уже получилось, и ты чувствуешь, а завтра-то покушать надо. Вот если бы ее кто-то купил. Вот тогда уже начинаешь об этом. А когда вот борщия поджарт, я об этом вообще не думаю. Никогда. То есть мысль, идея, задумка, она изначальная. И за ней ничего нет. Да. У меня так, не знаю, как у Ну, других. мы же, конечно, мы же с вами говорим. Да. Если получилось хорошо, ну, бывает, что не получается. Во-первых, ну, еще и главное, надо же еще и сделать ее. Ты ее видишь вот как бы, ну, до этой работы, как ты работал, то у меня же меняется тоже, вот техника у меня тоже немножко меняется. Потому что я ее, допустим, что-то у меня созрело, я ее делаю в таком варианте, как я вот позавчера работал, да? А она уже вот, мне уже ее или не хочется, и у меня уже, или она так не смотрится, или нужен что-то, новый подход какой-то. И вот этот процесс, он интересен для меня. И я начинаю что-то, может быть, где-то раз, что-то новенькое нашел для себя, и вплескиваю туда, у меня получается работа. Ну, класс, я кайфанул. А бывает, что нет. Работу сделал, а кайф не получил. Такое тоже бывает. А что за работа с таким багетом интересным? Вот В это? неправильной форме. Вон, Вот это? Да, да, да. Ну, это вот из серии вот эти осы я обычно делаю. Осы или пчелы, как их там называют. Ага. Вот. Ну, это тоже такая, вот, 2008 года. Ну, я не видел такой багет. Ну, О, это интересно. я даже не знаю, выставлял я ее, не Я выставлял. не видел. Ну, я не скажу, что я прям все смотрю, вот как вы делаете, но я эту работу не видел. Ну, вот А что-то захотелось вот какую-то вот такую форму. Но Ну. это один раз у меня вот было, и все. Это осы или пчелы? Это, ну, больше как осы, да. А какой смысл у вас вы в это вкладываете? Мне просто нравится, мне Просто почти композиция. да, мне просто нравится вот копошиться в этом. То есть вам нравится с деталями работать? Да. А вы не думаете, что вы человека толкаете на размышления, потому что он же всегда... То есть человек по привычке ищет смысл во всем. Ну, очень хорошо, пусть Да? ищут, да. Поэтому я вообще, в принципе, не стараюсь объяснить или рассказать о какой-то даже работе. Не то, что там об этом, или, ну, есть вроде бы какие-то, да, понятные, так скажем. Я о них тоже не рассказываю, потому что
Я даже многие уже и забыл, о чем я тогда думал, когда я писал эту работу, да? Оно уже давно ушло, и я даже не помню, а и названия даже многих работ уже не помню. Интересно. Я сейчас покажу одну студенческую работу, которая мне самому нравится. Вот, это интересно. Да. О, это круто. Как называется картина? Это просто натурщица. Это вот где-то, наверное, 4-й курс, наверное, уже института. А вот в Багет есть у вас картины, которые вы изначально не планируете оформлять в Багет? Нет таких почти. То есть вы все... Я в основном вот сейчас вот в такой тоненький багетик и все. Просто как бы... Это рейка, да, получается, деревянная? Ну да, чтобы собрать работу и Да, все. да, Потому что сами багеты, они, во-первых, это дорого. Да. Вот. И потом, даже если кто-то приобретает, ну, все равно, как бы там ни было, если он в доме, в интерьере, он хочет его, там я, например, у меня синий багет, а ему нужен коричневый. И поэтому я уже этого и не делаю. Есть понятие копий картин. Копия идеи, копия самой картины, копия концепции. Вот вы в этом проблему не видите? Вот, допустим, я объясню ситуацию, да? Я, к примеру, увидел у вас картину. Мне очень она понравилась. И задумка, и исполнение. Я ее покупаю. Покупаю в надежде на эксклюзивность, потому что я же покупаю ее за деньги, то есть это же не репродукция. Да. И получается, что я потом увижу, что у моего соседа похожая картина стоит. Или такая же. Вы не видите в этом проблему? Опять же, для кого проблема? Для художника? Ну, понятно, что это не ваша проблема. Нет, для художника это в принципе не проблема, если он так работает. Вот. У меня, например, вот я в принципе не сторонник этого. Но у меня были такие работы, которые там по 3, по 4 раза я их делал. Ну, бывало, что немножко я их изменял, но в принципе я это делал, чтобы заработать. Но я всегда говорил, допустим, кто-то, если у меня ее покупает, я говорю, вот почти такая же работа, их вот уже 2 штуки или 3 штуки, одна в Москве, одна в Штатах, одна вот в Крыму у того-то есть. Нравится? Ты ее покупаешь. Не нравится? Нет. То есть вы предупреждаете? Обязательно. Ну, это как будто бы все обязательно. Да. А так многие работы у меня вот она одна и все. Ну, может быть, вот даже я сейчас вот эту вот туда поставлю. Вот эта работа, есть маленькие работки. Их тоже я не помню, там может быть 4-5 вариантов. В принципе, тема одна и та же. Вот. Ну, немножко они измененные. Понимаете? Но я говорю, что вот есть вот такие маленькие, несколько штук. То же самое, одна в Киеве, там одна в Москве, одна в Америке. Я предупреждаю. То есть, по идее, если картина пользуется спросом, значит, вы попали в идею, да? То есть, вы нащупали вот это вот, то, что интересует людей. Не то, что даже, ну, может быть. И просто у меня еще бывает, вот, есть у меня вот этот один пейзаж, на Южном берегу он называется. Вот я его тоже несколько раз делал, даже, наверное, уже 7 вариантов, но там то человечек на ослике там с тыквами, то мальчик у меня там с чем-то бежит, то размер я делаю большой. То есть я его сделал для себя, у меня ее купили, а я ее, блин, ну так хочу, чтобы у меня было. Но змея-пам, я ее вешаю, потом вот, через какое-то время вот ее опять хотят купить. Ее покупают. А я хочу, чтобы она у меня висела в зале. Я ее еще раз делал, но все время я ее увеличиваю, думаю, останется. Ну, Аллаха шкур, вот сейчас одна есть, вот она у меня. То есть, ну как в принципе, ну, наверное, можно, но я предупреждаю, я говорю, вот это одна работа, ее такой больше нету, у нее цена такая же. Все. А так, чтобы вот я ее продал, а потом и опять, не говоря или не договариваясь, еще сделать 10 штук и на этом зарабатывать, это неправильно.
картина такого, скажем так, признанного художника со своей кистью, узнаваемой кистью, мне кажется, что приобретая такие работы, ты уже как будто бы надеешься на эту эксклюзивность. Как будто бы это неотъемлемая часть мастера. То есть мастер не может повторяться. Вот так. Да? Мгм. Это, ну, условно говоря, допустим, если там Феллини там, или Нолан снял один фильм, он второй такой же не будет снимать. Ну, к Мгм. примеру, да, Да. чтобы... вот как будто бы вот с этой стороны, если на эту проблему посмотреть. Вот вы написали, к примеру, работу Ули, да, вот с пчелами. Там у вас есть работа, вот у Айдерагана висит, она Мгм. тоже очень классная. И я ее вижу, эту работу, она у вас первая, к примеру, да, вот вы придумали Мгм. концептуально, все вложили и написали картину. Я у вас покупаю, надеясь, что она будет вот в единственном экземпляре, то есть вот только я этим владею, потому что это же с искусством пересекается, то есть штучный товар, да. Мгм. Ну, потом я раз узнаю, что вы еще раз ее написали, еще раз написали. Вот, и у меня как будто бы подъедать мне начинает. Вот что с этим делать? Как вы как к этому относиться? Ну, опять же, вот я как бы вот для себя, вот я раньше говорил, да, это неправильно, это неправильно. Но вот в последнее время даже взять вот известных, да, в мире уже известных, вот Мунка, если взять, Мгм. вот его вот эта работа «Крик», Мгм. я думал, она единственная, ее больше нет. А их 4. Их 4. И все они стоят столько же миллионов почему-то. Потому что это Мунк. Понимаете, это, видимо, опять же, вот Инсандан, да, зовет, вот ее покупает же, Мгм. ее же кто-то все равно купил, он знает, что это третья или четвертая, он все равно за нее отдает там 100 миллионов. Ну да, потому что это мастер работал. Вот. Это его Кисть работа. мастера. Вот как? Вот так. Но это, Может быть, это от нас самих еще что-то зависит, да? но это вы как будто бы со стороны покупателя объясняете, а со стороны творца. Нет, вот я со Да? стороны Творца говорю, он же их сделал 4 штуки, оказывается. Я думал, одна. Так, я потом думаю, ну, значит, может. Как в скульптуре, их же тоже не одно, и у них допускается, по-моему, то ли 7, то ли 9 штук сделать. М. И, оказывается, и здесь такое возможно. Sen bu işin begeneydin, я помню. Еще как-то ты звонил. Вот Я, с двумя планетами. ну, противостояние, Да, да. да, да. Да. Подождите, она же квадратная должна быть. Не, Она Нет. прямоугольная? Да. А где она? М. Давайте ее поставим. Вот на эту работу сколько у вас времени ушло? Вот это, например, уже больше года стоит у меня. Наверное, Она не вот это. законченная? Нет, не законченная. Вот там вот этот трехметровый холст, я ее тоже почти год делал. Вот опять же. Он законченный, да? Да, закончено. Но опять я год не сидел над ним. Бывало месяц, потом опять, может, полгода не сидел, потом 2 месяца сидел. Вот. Ну, тоже вот из серии ОС. Вот. Был Тарьяптумен он. Тоже настроение такое было, ничего не хочется, вот такое тоже уже надоело. Ну, такие вот. Вот, думаю, что-нибудь полегче. Просто сидеть вот и работать, и все, ни о чем не Ну, думать. механические, да, действия Да, больше механического. Но там тоже нужно немножко по композиции, вот это кое-что меняется. Но вот такого сильного кайфа почему-то не получил. А так я не помню, ну около месяца, наверное, для Вер. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Но вы ее не откладывали, да? Вы начали и Да, закончили. да. А с чем это связано? Ну, наверное, вот бывает у меня такой момент, это, скорее всего, вот сейчас ближе к зиме. Да, вот когда уже вот и на улице меньше работы, а поездок всяких, вот кое-где, вот этого, когда ничего нет. Сконцентрируется, да, Да, если... Мгм. да. И вот сейчас как бы на осень тоже настраиваюсь, потому что летом что-то очень мне сложно. То одно, то другое.
То в доме что-то надо, то еще кто-то должен прийти, кого-то надо встретить, то гости, то дабрщи. В общем, вот это очень сильно отвлекает. Ну вот у меня в зале висит, она вот такая. Это, по-моему, 1,40 м, а у меня, по-моему, 2 метра, что ли, она. Вот. И там этот мужичок на ослике сидит, тыквы продает. Ну, опять же, вот я их делал, я не помню их сколько уже. И были вот такие, вот такая была, там была вот такая маленькая. Ну, композиция одна и та же, да? Ну, Похожая. в основном вот как символ вот это вот три. Я же это тоже делал, вот как Эвель Айтайлерда при ханского уақытларда три религии, они такие дружные были, без всяких этих. И вот Аундан мен вот как-то придумал вот эту штуку. Ну, на первой работе я еще хотел там на одном крестик сделать, на одном айчих япма. Ну, подсказать, да, как Да, потом думаю, не надо. Зачем это вот все нужно? Не нужно, конечно. Вот одна из первых, она в Америке, такая же, такого же размера. Потом в Симферополе есть у Ришата ага, но там освещение другое. Здесь как бы закат, а у него больше такого, ну, полдень, что ли. Там домики как бы белого цвета. Ну да, бля, япханыды, может, кому-то понравится, продам деп. Барыкидане олачак, еще твердоватый, правда. Это так он ранний, да, вообще? Ну, нет, он не сказать, что инжир ранний, просто это, бывает первый урожай, а потом уже вот он, после первого урожая, вот это уже все второй урожай, вот эти вот. И он уже до конца, он не перестает, он постоянно плодит, уже слухайджи. Те, что успели созреть, они созревают, те, что не успели, они так и остаются на них. У меня, по-моему, я не помню, 4 или 5 сортов их. А что у вас есть вот на вашем участке, что растет у вас? Вот инжир, кизил у меня есть, персики. Здесь в основном вот только это, да. Там вот в селе, в Озембаше, да, там много. Там яблоки, груши, орехи, да, и были и фундук, и так грецкий орех, слива, и кизил. Мы всю жизнь на земле жили. Я вообще квартира дегенщей не признаю. И чем больше, тем лучше. Вот в Озембаш я приезжаю, вот я же не умею стихи писать, а так у меня там 30 соток, а у нас начне кресен, блин, так и хочется вот так. Ну вот я отдыхаю. Перемена занятий – это отдых, да? Я себе много чечеклер, то, что вот все, больше мне ничего. А расскажите немножко вот про свои корни, откуда ваши корни, где? Буюк Озембаш. И так, да, с двух сторон? Нет, ну, мама с Голубинки, Фоцала, а бабам Буюк Озембаш там. Ваших там домов ничего не осталось, да? Нет. Мы приезжали даже в 74-м году мы приезжали. Да, по-моему, 74 или 76-м. В 76-м мне 14 лет было. И Раметли Бабам показал, где их дома были. Ну, тогда же Немселер Яхан идет все село. Поэтому уже ни домов, ничего там не осталось. А сейчас все там распаевали, все. А я живу так, мы жили там в переселенческих домах. Вот когда плотину строили там, а солдатлар, ефахевчиклер яп койдла, и вот, видимо, этих людей поселили туда. А вы помните что-нибудь, вот то, что запомнилось вам, что отец вам рассказывал про Крым? Может быть, то, что вот как-то у вас в памяти осело? Опять же, вот как мои картины, вот такие сюжеты. То есть все это из детства получается? Ну, Может что-то быть, из этого? Бельми, может быть, действительно есть какая-то связь. Но вот он рассказывал, как вечером, вот когда весь скот возвращался, и совет укметный самолетлары келеп, но он все время говорил,
им, наверное, ложную дали информацию, что это, мол, солдаты идут. И вот они, говорит, бомбили. Это я сейчас думаю, что никакой ложной ничего не было. А селет я полганшей. И авле бір қысчық 4 яшна едім, 3 яшна едім, он говорил. Ее настолько разорвало, говорит, что скальп там джевистереклері бар еді, чоқ, коечне. И вот ее скальп, говорит, баяғы ай, говорит, анда асылып турайды, говорит, никто не мог, это топеде. Вот этот случай я помню. Это он рассказывал, да? Да. Да. Ну, вот речки какие были, очень много воды тогда было. Бурные реки были, не как сейчас. Ну и мы сильно и не уделяли тогда времени для. Он столько знал, он каждый кустик, каждый обачек, тёпечек, ташек, bütün адлары бар иди. Я запал. А сейчас хочу, а уже все. Поезд ушел, нету. А почему так получается? Как вы думаете? Не знаю. Может быть, мы об этом раньше мало разговаривали. Мы, может быть, меньше об этом думали. Да и о религии мы так, не так, как сейчас. У Вахта вообще... Я в Крым переехал, у меня... вот такие длинные волосы были, я косил, вот от Аризначхо едем, вот такой. Я только об этом думал. Написать что-то, нарисовать что-то. Как настоящий художник получается. Наверное, вот тогда что-то было, а потом уже как-то все испортилось. А этот персик вы сами сажали? Это да, этот сорт с Узбекистана. Он рос еще в Озембаше. Ему уже было лет 12, наверное, персик, он довольно-таки толстый был. А мы здесь живем. А туда же не поедешь из-за одного персика. Вот. Я думаю, я его пересажу сюда. Примется. Нет. И он принялся. И вот уже здесь он 16 лет растет. Но уже, по-моему, уже стареет он. И как вам вкус персика? А? Ну, у каждого персика свой вкус. Как знаете, у кого ностальгия, говорят, о, в Узбекистане такие персики вкусные были. Вот, ну, это да. Нет, он здесь другой уже. Не как там. Да. И урожай не такой, как там. Ну, там все-таки и сам цвет, он вообще очень красивый персик, а здесь ему солнца все равно не хватает. Он, да? А там он с таким ущугу хырмызы, еще щечка такая у него красненькая, очень красивый персик. А здесь он не такой. Мы когда в Озембаш переехали, я шок получил. И пару лет даже, да? А вы не сказали отцу, куда мы приехали? Ну вот условия разные. Мне нравилось, да. И я смотрел, как он кайфовал. Оскойне келеп, как он этому радовался. И до последнего дня вот работал. И его не смущало. Вот такой кучей денег мы приехали. И все это сгорело, куда-то вот ушло. Его даже это не смущало. У меня все горело внутри. А мне кажется, у него настолько этого не было. Оз койне келеп, оз yollarından yürüp, о, что ты? Я я сейчас это понимаю, тогда я не так понимаю. Ну, понятно. Ну, а как вы можете понять? Вы же все равно не здесь родились, там вы здесь. А вы ездили в Узбекистан вообще? Да. Нет желания поехать? Ну, было бы интересно, да. Но субар, да? Хайсы біріне бережең оны? Самолетқа мы или башқа шеге? Ну да. Ну там, конечно, друзей много, особенно студенческий вақтан, балалар епсі. Чағыралар, мы нет, вот переписываемся на видео. И они дружные там все, не как у нас. Но это крымские там оставили или узбек баллары чохсу, да. Чохсу узбек баллары. У нас, я говорю, у нас на курсе сын мэра города. Это вот я и Бахтиер был. У него папа таксист, у меня просто в скорой помощи. Халганлары будь у него там главный художник города Ташкента. Я же говорю, мэра,
Мансур Ака, главный актер театра Хамзы, он Оглу. В общем, все вот такие дети были. А как он водил скорую и заработал на Волгу? Феденин? Феденин, он сутки работал. То есть это там, дополнительный труд, да, получается? не основной. Водитель это дополнительный, а основной вот это. Его просто много было у нас, поэтому зарабатывали. А вы не чувствовали вот эту ответственность, когда выбирали работу, вот чем вообще зарабатывать по жизни? Смотря на отца, который хорошие деньги делал, вы не чувствовали давления с этой стороны? Что я буду делать, как я буду деньги зарабатывать? Потому что это же зарабатывать, будучи художником, это очень хрупкий план, скажем так, на жизнь. Вы об этом думали? Наверное, может быть, даже с 15 лет я об этом думал. Как я буду зарабатывать? И до сих пор я этого не знаю. Вот этот вопрос, он все время стоит. Но мы, когда уже в институте учились, я помню, на 4-м курсе, нет, на 5-м, на последнем курсе, Пак Николай Семенович нам преподавал. Очень такой классный художник. И он первый день, когда пришел к нам знакомиться, сразу: ты женатый? Да, из тебя не получится. Ты женатый? Нет, ну еще что-то может получиться. Но вы не думайте, что вы будете хорошо зарабатывать. Это очень сложный труд. Подождите, а что с женой-то? Какие проблемы с женой? Вот так, вот так вот. И все, он сразу нам всем объяснил. Ну, Булгаков говорил, что как минимум 3 жены нужно, чтобы что-то Ну, у Пикассо вообще 7-8. Конечно, если такого плана, то да, чё б не жениться. Не, ну если хочешь великим стать, то надо двигаться, да? Ну да, Получается так? да. Но у нас же очень много этих есть, понимаешь? Почему вот сейчас вот если взять, я даже среди этих наших именитых художников более молодой, а после нас никого нету. Есть, но, наверное, не такие большие, как вы. И как они могут быть? У нас же еще... Я раньше не обращал же на это внимание, вот последнее время я обращаю. Религия очень сильно на это давит. Очень сильно. Она и раньше давила. Вот у нас этого не было. Да. Безлердевощие Йохиди мы учились. А сейчас нет, сейчас они учатся. Хотя у меня всегда вопрос бывает. Ты же в училище учишься, ты же обнаженный рисуешь, людей рисуешь. Даже не то, что урбанин, штанцы сойлярен ты рисуешь. Всегда так? Обязательно? Это обязательно. А как без анатомии? Вот как ты говорил же... Не туда я пошел учиться. Да. Вот как ты говорил, вот ранние работы, да, студенческие, вроде бы там, вроде и анатомия есть, да, ну как бы интересно. А без этого вот не получится. А если этого ничего нету, и ты сразу начинаешь рисовать вот это вот, все ломать, оно тоже вот как бы не компоновывается, потому что ты не умел вот сначала изначальной базы нету. Вот. А ты вроде базу получил, вышел, а потом раз тебе религия, и все, и ты уже уходишь в другую сторону. И так действительно именитых, известных у нас просто не будет. Это или ты должен вообще отстраненный от всего этого, как человек мира, да, скажем, вот такой, тебя ничего это не волнует. Только вот таким методом, да. И может быть, и он, да, не апаингол, ну, тебе это не важно. Ты увидел, влюбился, все, год-два ты ее рисуешь, все, что хочешь, делаешь, дегенкиби, все. Дальше работы не идут. Увидел вторую, уж дальше. Вот это творчество. А потом люди восхищаются. Был гениальный художник. Вот где вот парадокс, блин? Это не парадокс, Да. по-моему, все понятно. Ну везде же нас. Ой, бубу лейнсан, да? Да, да. Вот. Вот Авлешилер. Адамлар не айталар. Она вот уши тохтата, да? Тохтата, аңлайсың сен? Я даже по себе уже чувствую, вот мен джамиге барам, раньше же я этого не делал, я был более раскрепощенный, а сейчас уже ты начинаешь себя сдерживать. Думаю, вот это, олмай да бубу келишмеди, это же нельзя, сам себе ты это задаешь. Понимаешь? Ну, правильно, это же получается, вы все равно возвращаетесь в свою культуру, это же часть нашей культуры. Ну, вроде так. Вроде бы так. Ну а где? Ну, художникам же проездной не дают. Она.
Вот поэтому я же говорю, вот это слово художник, я боюсь уже себе. Я редко это почти не говорю. Даже если спросят, я говорю, да, так, чуть-чуть рисую. Да, Не, всё. люди могут подумать, что вы просто скромничаете. Ну, А вы может сами быть. как говорите сейчас? Вот айтам да там. Я не могу сказать, вот мы художники, блин, вот я не могу так, мне сложно. Может, где-то проскальзывает, но мало. Вот чтобы вот интервью какое-то, о чем-то разговаривать, об искусстве, еще что. Я даже и сейчас я не могу об этом рассказать, потому что я же ничего не вижу. Мы только в Крыму. Все, мы же, в принципе, ну, по себе я сужу, да, от себя я говорю. Мы же, я не знаю искусства, по большому счету. Только вот интернетте бір şeyler көресің, каких-то, опять же, известных. Или случайно, если куда-то. И все. А для роста что нужно, вот чтобы художник рос? Вам нужно выезжать, общаться тоже с художниками? Нет, не скажу. По себе сужу, надо просто много работать. И все. А не получается. А вот у меня не получится. Сам говорю, а у самого не получается. Потому что вот много всего. И говорю, вот сам себе же опять говорю, мане кереко азбар, вот откажись от него, от того откажись, от этого откажись. На это не обращай внимания. А я не могу. Вот мне сейчас травка подросла, мне ее скосить надо. Но это же тоже часть жизни, это же Ну, какая-то активность, переключение. Ну вот, Нельзя все время пребывать. можешь себе представить, там, скажем, вот французских импрессионистов или того же Пикассо, чтобы он травку косил там или помидорку Не, сажал? ну он всю ночь в баре бухал, извините меня, это тоже нагрузка. Ну, Потом 2 дня не живой. Нет, это совсем другое. Совсем другое. Они оттуда, может быть, и уходили с натурщицами, они приходили и работали и день, и ночь. Ну, мне так представляется. Ну, да. Это совсем другой образ жизни. Совсем другой. А без людей у нас и менталитет же другой. Ну да, мы же по ментальности другие. Да. Поэтому у нас, наверное, и нету такого. А нам надо вообще это? Вот это признание нам нужно? Признание... Как художника. Вот великий художник. Вот идет там Пикассо, Мане и Бараш. Нет, вот для меня это не важно. Серьезно. Вот серьезно. Вот для меня, знаешь, вот что бы было бы важно? Чтобы вот у нас вот в Крыму, вот хотя бы, вот я не знаю, вот Бештане, да, хорошие бизнесмены, а там-то вот сделали бы галерею и туда собрали бы хотя бы вот 10-15 наших известных художников туда. А у нас есть эти художники? Есть. Почему нет? Ну, я вас спрашиваю. Есть, почему нет? По вашему мнению. Конечно. Мамут ага, Рамазан ага, Айдер ага, Халил ага Мимедляев, Рустем Иминов, Все. Исмет ага Велиуллаев, Нури Якубов. А из молодых есть кто-нибудь? Из молодых Ленур, но надо еще время, наверное. Вот Евпаторийский, Велиляев Ленур. Вот. В галерее, в принципе, можно. Уже, я думаю, можно. Но если как галерея, как музей Кибе, там уже нужно мощные работы. Ну, я думаю, да, чтобы какой-то, не то, что там отбор был, да, какой-то, чтобы качество было. Вот. Хотя об этом тоже можно по-разному судить. Допустим, как я могу судить о качестве вот и того художника? А как вы понимаете это качество? Вот как художник понимает качество работы? Может качественная работа быть написана за одну ночь, к примеру? Может быть, небольшая какая-то. Не знаю, тоже сложный вопрос. Ну вот качество, как его понять? Вот, допустим, опять же, качество молока мы можем понять, а как качество картины понять? Ну, здесь, наверное, все-таки много факторов. Много факторов. От мастерства, от возраста. То есть еще, наверное, сейчас Биркеден Тапы Боламам. Вот это да, вот тогда, наверное, может быть. Ну и, конечно, если это все, как бы там ни было, какое-то все равно имя же есть, имя же выходит, да, вот как у нас. Назал Садам, на Айтхангзи, там Бараша уже там 100 человек знает. Рамазана там 1000 человек знает, Мамут ага знает. Это уже имена. Да. Вот. Наверное, могут.
И за один день что-то такое сделать, что, ну, все, это вот Рамазан, ага, как ни крути. А вот у вас крымско-татарский мотив, сюжет, он у вас постепенно появлялся в Да. картинах или сразу был? Нет, постепенно. А с чем это связано? Не знаю. Как не Не знаете? знаю, ну, бельмеем. Я не знаю, как оно получилось. Ну, наверное, с Оно, возрастом, оно да? может быть, я не знаю, может быть, я сам его, или мы сами его как-то обозначаем, что это крымско-татар. В принципе, эти проблемы же в мире очень много. Буле-Бахсан. Негатива очень много. И не только наш народ же страдает, Буле-Бахсан, да? Поэтому, ну, так как энди мен Крым татар олган соң, энди өз миллетиңе нетесің, да, оны? Ты переживаешь и как бы вот больше фокуса на этом. Если бы я еще им халпах одевал, да, тогда бы было бы 100%. Вот. Но я этого же не делаю, сознательно я этого не делаю, чтобы немножко оно все-таки как бы шире, да, Аудиторию смотрелось. расширить, да? Ну да, да, это сознательно. Стремление к большой форме, большим картинам, оно у вас давно вообще? Ну, почему вы стремитесь к большим размерам картин? Ну, мне кажется, больше можно выразить то, что ты задумал, и оно и впечатляет и на зрителя. Вот. Хотя можно сказать, что с первых дней у меня большие работы. Я же когда переезжал, у меня даже в то время уже были большие работы, склеенные на вот этих шпингалет дежен, не дежен, а у хапула раслада, как они, вот на таких вот, по 3 метра высота, 4,5 в длину. Но я их потом, они на фанерной основе были, я их потом распилил, потому что некуда было их положить, и передвигать их невозможно было. Все потом распилил. Вот с тех пор, это с 90-х годов так. Есть свет, есть цвет. Да, я понимаю. То есть много цвета, да? Да. Вот, у меня мало его. Я не цветовик, я не так вижу, как они. Я не могу так видеть. Вот они много колеров, да, могут вот составить. Я вот красный, я могу красный шандарах. То есть у вас полутонов, да, меньше? Ну да, да. Более вот- декоративно даже, что ли. А вот у вас в скобках написано Сейдаметов. Да. А Бараш это... Бараш это вот до депортации, там даже был целый квартал, Барашлар Майлиси был. Там же фамилии же раньше не было. Вот. А уже после этого же нам всем фамилии дали по дедушкам. Вот Бараш Сейдамет был, все, другого не было. И от него, вот Сейдамет у нас стала фамилия Сейдаметов. А мен уже Хрымга Кочкенсон, когда переехали, и как-то думаю, ну, Сейдаметов очень много, а вот Бараш, оно и как-то, А это что значит? я не знаю, что это значит. Ну, это как район назывался? Или это группа людей была? Как Ну, Бараш? Типа Лагап это или что? это? Наверное, как Лагап, скорее всего. А что значит Бараш, вот не знаю, вот Айдер Агамбар, он говорит, скорее всего, это вот, ну, как бы были состоятельные Барашлары, у них много еды Бар-Аш. было. Бар-Аш, да. Но не знаю, насколько это Ну, может по быть. крайней мере, это как-то логично. Ну звучит. да, вроде бы да. А вот так ли оно, никто не знает. Раметли Бабам да не знал. В 90-х у вас уже были, да, эти большие Да, размеры? да. При переезде они уже были у меня. Но они были на фанерной основе, на фанеру я натягивал, ну, вот этот, не холст, а просто бязь. И грунтовал ее, как наподобие левка сошти. Я по-своему думал, будем переезжать, могут порваться. И вот делал такие. Но они большие были, они вот на петлях потом соединялись. Ну, я их потом распилил, все эти работы. А как вы решились на этот большой размер? Все-таки мне кажется, что большой, такая монументальность, да, такая, она подразумевает какую-то, ну, чувство значимости какое-то. То есть, ну, Но что- я и учился на таком отделении. Я учился на монументальной живописи. У меня дипломная работа, сейчас эскиз в Крымско-Татарском музее, на 500 квадратов роспись.
То есть изначально вы... И был объект такой, в Ташкенте строился театр имени Хамзы, по-моему. Вот новый театр строился. Это вот 89-е, 90-е годы. И там именно в фойе была стена, она вот такая сферическая. Такая, 500 квадратных метров. Все говорили, о, прям, ты прям как Микеланджело, говорит, взял. А я целый год почти, да, до марта месяца, уже в начале года уже диплом готовился. Что ты будешь делать? Я взял объект в институте, фойе. Вот он у меня не получался никак. И вот март, апрель, май, за 3 месяца я поменял объект, эскизы все, и взял вот этот 500 квадратов и сделал эскиз. Так он сейчас есть? Эскиз, да. В Крымско-Татарском музее я им подарил его. А что там изображено? Ну, я не знаю, я не могу сказать, что там. Ну, но очень много людей. В общем, тема была такая, ой, как бы вспомнить, Данте, что ли, что-то вот на эту тему. Что-то из классики, да, вообще? Да. Давайте немножко помечтаем, да? Ну, можно. Да, чуть-чуть только. Чтобы сегодня появилась Крымская галерея художников, что для этого нужно? Ну, я, наверное, немножко говорил об этом. Сейчас, наверное, это очень сложно сделать. При нынешней ситуации почти невозможно. Почему? Это же просто здание. Ну, здание, но там же будут, ну, в принципе, ну, это дорого. То есть это просто вопрос денег, да? Ну, да. Ну, и земля же нужна. Ну, И деньги. Ну, да. Земля это Тем тоже более, деньги. если это галерея, это же уже нужно сделать современно все. Это не просто там какое-то здание с картинками, да? Нет, там уже какие-то объекты должны быть другие, где-то люди должны отдыхать, где-то, ну, целый комплекс. Условно, по как сути. библиотека Франко, да, вот формат такой, похожий. Ну, может быть, но Ну, там наверное, тоже же разное выставлено, там выставляется что-то. ну, в принципе, вот даже вот сейчас мне там сделать выставку, там не важно, там залов нету таких. Да. Но это просто крутое должно быть. Блин, это вряд ли. А вот частно, я думаю, можно было бы сделать. А вот такая галерея, она может что-то в народе поменять? Вообще народ может изменить? Ну, мне кажется, да. Ну, тоже вопрос такой, да, интересный. Потому что мне на Замбахаммана некоторые, да, вот хочется, да, вот за рубеж поехать и посмотреть. Ну, мало кто говорит, в музей пойду посмотрю, картины посмотрю или еще что-то. В основном там Турция, Юнма или шмотки или еще что-то, и все. А вот как это поменять? Ну, может, надо просто 50 раз съездить, и потом уже музей появится? 50 раз съездить, это очень круто. Ну, не сразу, не подряд. Ну и жизнь пройдет. Ну, я имею в виду, что, может быть, это первая реакция. Вещи, там, кафе. Ну мы же и здесь не ходим. Вот, например, вот за сколько, ну скажем, 30 лет, да, вот мы каждый год делали на 18 мая выставки. Каждый год. Последняя выставка у нас вот в 2019 году была в Доме художников. В принципе, все рядом. Было всего, по-моему, 18 посетителей. Это были сами художники, которые выставили свои работы. И еще два человека, это те бабушки, которые сидят в 2 залах. Надсмотры, ну вот как их называют? Те, которые смотрители. Вот и все. Больше никого не было. Это 19-й год. Выставка, посвященная вот, депортации. Бардане Адам Йохайде. А почему так? Я не знаю. Поэтому вот твой вопрос, конечно, интересный, но это, наверное, да, для будущего. Но его надо все равно собрать. Вот как в Нукусе, да, сейчас музей Савицкого. Сейчас говорят, что чуть ли не такая коллекция, вот именно вот там шестидесятники, семидесятники, да, вот 80, он такую коллекцию собрал, что дюнядан келіп аш бақып кетелі. Может быть, это творчество нужно навязывать людям?
Не бояться навязывать. Нет, я не знаю насчет навязывать. Ну просто вот я не знаю, как вот у Айдыр-ага музей, да, какие-то экскурсии в принципе должны быть, но они, наверное, даже программные, вот как говорили, чуть ли не со школы, чтобы приезжали, привозили, смотрели. Но, но мне кажется, нужно это шире, еще больше сделать. Или таких же наподобие, вот, например, к примеру, у меня была возможность, я бы сделал, да, вот что-то бы построил и выставил бы свои 100-150 работ. Это же было бы интересно посмотреть. Да. Что я делал в 20 лет. У меня много таких набросков. Учебные работы есть, рисунки есть, вот, студенческие работы. Вот это все показать. Даже, по-моему, где-то есть эскизы, вот, дипломной работы, несколько разные варианты вот на этих рулонных бумагах. А да чёхше интересно. Это же все вроде бы сейчас как бы неинтересно, да, ощущение. Но я вижу, я чувствую, чем дальше, вот, если, допустим, сейчас 60 я-то, а вот 80 лет уже, ну, как бы, да, вот уже, вроде то, оно еще ценнее мне будет. Блин, я порой сам вот, когда месяца, наверное, 3 назад у меня возле амбаши еще лежали ватманские листы, много их там, я даже сыну говорю, я уже их не успею столько израсходовать, у меня поджасывшие. И среди них нашел я рисунки, этюды, я о них вообще забыл, что я их когда-то, оказывается, делал. Озым бахам еще, блин, сейчас я уже не смогу, наверное, так написать или нарисовать. А как будет потом интересно? У молодежи совсем по-другому будет это воспринимать. Yok, gösterme çok şey var. Вот чарем ёхта, чарем ёх. Не, вот если бы я сейчас нашел вот какая дорога, но раз в 10 покруче, я бы сейчас, наверное, почти все работы бы продал, чтобы построить. Но его ж потом еще заполнить надо. Ну, потом пустые Не, стены. я знаете, как еще придумал? Вот тот, кто это все приобретет, у него же, может быть, нету этого помещения. Ну, пускай построится. Вот. Нет, а я бы построил, а эти бы работы его, но в этой галерее бы. Может быть и так. А может и он сам бы построил. Да ради бога, блин, ну оно бы было бы. Но люди Я бы должны это бы видеть. сделал, да. Не, это бы, можно это сделать. Вот в частном варианте, я думаю, для Эр это можно сделать. Купить 2 участка и прямо на этом участке, вот на 2 участка построить хотя бы в 2 этажа. Можно вместить столько работ. А там, да, вот этот Герд, я зашел, вот этот темный, блин, думаю, вот мне бы вот так хватило. Может, нужно просто поговорить с людьми? Не, ну вроде да, смешно, но я же insanlar. Конечно. И какие-то шмотки там продают. Ну, люди их покупают, Да. одевают. Ну а здесь, представляешь, какой? Я же говорю, мы же не только, блин, должны кормить людей. Мы им показать должны, что мы умеем еще что-то делать. Ну да, может быть, Ван Гога у нас нету, но на своем уровне пока. Может, дальше вырастет и Ван Гог, и еще кто-то. Салон, сасана. Алла разолся. Не знаю, что там получилось.